Эдемаха, расскажите поподробнее, что это было? Как судья умудрился признать то, что действительно суд является цирком? Ну да, действительно, председательствующий по этому делу, очень грамотный, начитанный, видимо, судья, и он очень часто цитирует каких-то писателей, какие-то выдержки из фильмов. И в этот раз, когда мы допрашивали оперативного сотрудника ФСБ, это был повторный допрос, и когда допрашивали секретного свидетеля, одного из секретных свидетелей, мы действительно, как адвокаты, задаем очень много вопросов, много уточняющих вопросов для того, чтобы показать, что эти свидетели говорят неправду или говорят не так, как было на самом деле. И видя то, что действительно свидетели начинают говорить не так, как они, например, давали показания на предварительном следствии, как записано в их протоколах допросов, и это все начинает выявляться, таким образом судья, видимо, решил остановить. Да? Иногда доходит до того, что действительно мы какие-то смешные вещи задаем, чтобы показать, что это все дело вообще сшито белыми нитками. И действительно, когда при очередном допросе, когда я начал задавать вопрос, судья меня таким образом остановил. То есть иногда они просто снимают вопросы, так как говорят, что этот вопрос не относится к этому делу, хотя мы считаем, что относится. Иногда он говорит, что свидетель секреты, вы можете не отвечать, потому что это может раскрыть вашу личность. А в этот раз он просто решил сказать, что адвокат Семедляев, не превращайте этот цирк в балаган. Конечно же, адвокаты тоже сильно удивились, что это вышло из уст судьи, тем более председательствующего судьи. Сказал. Ваша оценка, как вы это оцениваете? Моя оценка, что, конечно же, судьи тоже понимают всю абсурдность этих обвинений, этого уголовного дела, и что просто за мнение какое-то, или за какие-то разговоры людям нельзя давать такие огромные сроки, по 15 лет, по 20 лет, пожизненно, потому что, в реальности люди ничего не сделали, они никого не убили, у них не было оружия, они даже подготовку какую-то не вели, они просто о чем-то разговаривали, и давать такие огромные сроки, и при том, что судья видит, что следствие проведено очень плохо, то есть очень много ошибок. Экспертизы, когда мы допрашивали экспертов, они тоже такое говорят, что это после того, как эксперт, это руководитель экспертного учреждения этого, который делал экспертизу, когда она сказала, что меня вообще никто не уведомлял об уголовной ответственности, хотя по закону перед каждым экспертным заключением, перед началом проведения экспертного заключения, эксперты должны уведомлять об уголовной ответственности, чтобы он понимал, что это очень серьезно. А эксперт говорит, нет, меня никто не уведомлял. И судья понимает, что в нормальной стране, при нормальном положении дел, эту экспертизу просто надо убирать и признавать ее недопустимым доказательством, потому что эксперты не были уведомлены об уголовной ответственности. Все. А он понимает, что это основной столб, на котором держится это уголовное дело, и он пытается теперь изворачиваться и что-то делать для того, чтобы оставить это экспертное заключение. И судья тоже понимает и, видно, злится, что следствие сделало тяп-ляп, экспертиза сделала тяп-ляп, а ему нужно приговор выносить. Да. И на основании чего он будет приговор приносить? Поэтому он злится, он всем этим показывает, что вы плохо отработали, но по итогу потом все равно будет выносить приговор. То есть